Сегодня 2 сентября 2019 год. Очень рад вас видеть. Я вас не знаю, но знаю как артиста. Спасибо. Прекрасного артиста. Поэтому спасибо, что вы сюда приезжали. Я вас воочию увидел. Спасибо большое. Да. Спасибо. Да. Спасибо за добрые слова. День рождения Валентины Васильевны. Я счастлив, что у меня есть возможность быть сегодня здесь, в ее родном Сыктывкаре. И у меня есть такая возможность поздравить ее от всего сердца с днем рождения, пожелать ей счастья, крепчайшего здоровья и радости не только ей, но и нам всем от общения с ней на долгие-долгие годы. Потому что Валя, Валентина Васильевна, вот принадлежит к числу таких людей, которых называют солью земли. Вот она такой человек. И ты говоришь, Валентина Васильевна, и перед твоими глазами ее лицо, ее глаза, ее улыбка, свет, радость, надежность, дружелюбие, поддержка, любовь, понимание, массу качеств, которые вот сконцентрировались в ней одной. И если бы это было равномерно распределено, а в принципе зачем это распределять, это должно быть в каждом человеке. Вот она относится к такому редкому числу людей, которые живут не только для себя. Конечно, человек думает о себе, но и она думает о другом человеке, как о себе. Это редкое качество. И я думаю, что это колоссальный пример того, как надо относиться, во-первых, к людям, потому что наша жизнь человеческая – это люди, это наше общение, это наше взаимопонимание или отсутствие взаимопонимания. А когда нет взаимопонимания, начинается война. Война бытовая, которая потом переходит в войну какую-то между кланами, а потом и государствами. Человечество от этого устало. Поэтому я считаю, что такие люди, как Валя, они отстаивают жизнь, они борются за то, чтобы в жизни все было хорошо, и они достигают совершенно колоссальных результатов. Именно потому, что в них есть это качество, к великому сожалению, исключительной человечности, исключительной, из ряда вон выходящей. Вот в чем дело. Сравнивая Москву и Сыктывкар, какие вот ассоциации могли бы быть навеяны? Ну, я не могу так говорить общо, потому что, во-первых, у меня вход был, опять же, через Лешу Моисеенко, через Валю, и у меня, когда я думаю о Сыктывкаре, я в первую очередь думаю об этих людях, потому что они для меня были проводниками в этот город и в это сообщество, поэтому у меня только самые светлые чувства. Я не москвич коренной. Откуда? Я сам грозненец, я родился в Грозном, там жил до 17 лет. Родители сейчас живут в Адыгее. Мы, получается, земляки. Я с Краснодарского края, с Новокубанска, Армавир. Ну, вот. Тем более это все. Вот. Я только что оттуда приехал. То есть я прилетел из Краснодара в Москву. Кого ты можешь назвать в качестве своего или своих любимых учителей? Учителей жизни? Да. Ну, во-первых, родители. Это во-первых. Во-вторых, это учителей. Я могу сказать о учителях, с которыми благодаря которым я начал творческую жизнь в Москве. Это Андрей Алексеевич Попов, народный артист Советского Союза, мастер, который меня принял на курс. Это мои учителя на курсе: Васильев, Морозов, Рихельгаус. Это мастера, с которыми я работал. Их много, и даже тех, которых я лично не знал, и которые оказывали на меня влияние. Даже Константин Сергеевич Станиславский, которого нет в живых, то есть нет на земле, но он для меня жив. Вот. И в принципе я считаю, что человек не исчезает, не уходит бесследно, а тем более хороший человек, талантливый человек, он продолжает свое дело на земле даже после своего ухода. Вот сегодня я смотрел на Лешу Моисеенко, я думал, Бог мой, и не только я, думал о том, что для нас он жив. Да, да.
Я полностью с тобой согласен. И потом уже друзьями становятся, вернее, учителями становятся друзья. Вот так же для меня Алексей был учителем, другом. Вот так же Валя, к которой я приехал, которая тоже меня учит, которая меня тоже Вдохновляет, наверное. И вдохновляя, она как-то происходит, что вот что-то в тебя прибавляется. Я думаю, что любого человека хорошего, с которым тебя сталкивает жизнь, можно отнести к разряду учителей. Но Валя исключительный человек, и я счастлив, что у меня есть возможность ее поздравить. Валя, я тебе желаю того же, что и себе. Я желаю тебе, знаешь, можно ли желать вечной молодости, но почему не пожелать? Чтобы она у тебя была, чтобы ты физически себя чувствовала мощной, крепкой, и чтобы ты жила столько, сколько влезет. Благодарю. Спасибо.